От центра Азии к сердцу России. Так назывался автопробег тувинской делегации. Во время путешествия удалось посетить 20 городов Сибири, Урала, Подмосковья и Крыма. В состав группы вошли блогеры, депутаты и члены молодежного парламента Тувы. Патриотическую акцию приурочили к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества. Преследовали сразу несколько задач, и все получилось выполнить. Дневник пробега в материале Константина Куцевалова. Проекта «Центр Азии к сердцу России» или «От Тувы до моря» маршрутом памяти. Участники автопробега побывали в Абакане, Ачинске, Кемерове, Новосибирске, Омске, Кургане, Челябинске, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Владимире, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи и в других городах. Цель – пронести знамя эскадрона тувинских добровольцев. И везде делегацию встречали с удовольствием. Особое внимание новым территориям России. На очереди Херсонская область, город Геническ. Дорогие друзья, приветствую вас на нашей Херсонской земле. Рад, что вы к нам приехали с Республики Тыва. Большой привет всем. Большое спасибо вам за то, что вы уделили внимание нам лично, нашим товарищам и, конечно же, нашим бойцам, выполняющим боевые задачи на Херсонском направлении. Следующий пункт – Мелитополь Запорожской области. Здесь множество памятных мест, исторически значимых. В октябре 41-го немецко-фашистские войска оккупировали город. Для вермахта он имел стратегическое значение, так как считался ключом к железным воротам Крыма. В период с 26 сентября по 5 ноября 43-го шло освобождение Мелитополя. 87 бойцов и командиров Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие из них посмертно. 12 из них уроженцы этого города. Осенью 22 года Мелитополь получил звание «Город воинской славы» указом президента России. Мы присутствуем возле очень интересного памятника. Это получается у нас танк Т-70 22-го гвардейского танкового полка гвардии лейтенанта Гаврюшова. Хочу отметить, что именно на подобной технике, на нашей боевой, этот танк вместе с полком первым принял бой на площади Кирова в городе Мелитополе в октябре 43-го года. Далее Донецкая Народная Республика, город Мариуполь. Практически с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса за Мариуполь шли ожесточенные бои с вооруженными силами Украины и представителями националистических группировок. Это продолжалось почти 3 месяца, с марта по май 22 года. Надписи на стенах: здесь люди, здесь дети, не стрелять, живые, мы живы, помогите. Когда ты все это проезжал, везде разбитые окна, следы от пуль. Это было очень сложно морально. Восстановление города началось сразу после того, как он был отбит. Первоочередной задачей стало возвращение людей, эвакуированных в другие регионы России. После освобождения Мариуполь стал превращаться в крупный туристический центр. Построена новая набережная, места отдыха. В планах вернуть и промышленную славу городу. 15 ноября 22 года Мариуполю было присвоено почетное звание города воинской славы. Мы на Азовстале. Ничего не видно, но мы днем видели, что там просто такая картина ужасная. Здесь мы просто на подъезде к Азовстали видим вот такую же картину. Разрушенное здание, просто ничто. Буквально пару колонн осталось, и это очень печально смотреть. Там надпись «Мы из Ельца». И тут сразу через 50 метров находится памятник Великой Отечественной войне. Последние 2 пункта перед тем, как отправиться домой: Симферополь и Севастополь. Воссоединение Крыма с Россией случилось 11 лет назад, в марте 2014 года. Мы кланяемся всем поколениям созидателей, героев. И для нас это честь побывать здесь, на юге России, Крымском полуострове. Поэтому возлагаем цветы в память всех павших, в том числе и наших дорогих сердцу тувинских добровольцев.
25 городов, 14 тысяч километров, около месяца в пути. Ночевали то в съемных квартирах, то в палатках, то прямо в машине. Если нам нужна была помощь, мы подходили, спрашивали, нам все помогали. Вот. И я так рада, что у нас все жители нашей страны такие добрые, отзывчивые. Впечатлений масса, эмоций море, но это путешествие не ради развлечения. Важно было понять, какой ценой защищали и продолжают защищать Родину. Константин Куцевалов, Вести ТВ.